Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar, avuldaşlar, konaklar, okutuşlar. Sizin Büyük Jigav'nın 79 yıllığı bilen oynar edip kutlav teskile bu bayram ile bir yaktan şatlıklı da, ikinci yaktan sağışlı da, göz yaşlı da. Büyük dolkunlandırgıç hisler doğadır her kaysımızın konuğunda, yüreğinde. Mine 79. yazın başlağırga nasip oldu. Biz büyük şapız sizinle şu medeniyet kuşaklarımızda kururken. Hem de bayramga belki yine işe hazırladık balalar bilen. Siz güçlü alkışlar bilen karşı alıp dertlendirip oturursunuz bizim balalarını. Hem şehrimizde başlap tarih dersi okutuşusu Radik Zabiroviç Şerifyanov'a sözünü veririz ki. Rahim tez. Здравствуйте, дорогие земляки и гости нашего села. Сегодня, 9 мая, наша страна отмечает День Победы. 9 мая – священный день для всех поколений. День Победы, всенародный праздник со слезами на глазах. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Сегодня мы собрались здесь у памятника погибшим односельчанам, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые времена, спас мир от фашизма. Священная и незыблемая историческая правда о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Война стремительно ворвалась в жизнь страны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города. Через несколько часов после объявления войны во всех уголках нашей необъятной Родины шла мобилизация в ряды советской армии. На защиту Родины поднялись всем миром, стар и млад, воевали все. 1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вел советский народ освободительную войну. Долгие 4 года наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне всем, чтобы помнили. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Война – это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев, ни шагу назад, за нами Москвы до Берлина 1600. Итого 2600 километров, если считать по прямой. Кажется мало. Самолетом всего 4 часа. А вот перебежками и по-волосовски 1418 дней и ночей. Кроме солдат, погибших на поле боя, были миллионы жертв мирного населения. Фашисты превратили в руины наши города и села, издевались над мирными жителями, нашими военнопленными. Проводили медицинские эксперименты над советскими людьми, морили голодом, жгли в крематориях. Ни нам, ни будущим поколениям забывать об этом нельзя. 79 лет прошло с той памятной весны, когда над Рейхстагом был поднят красный флаг Победы. 79 лет назад закончилась самая кровопролитная война. Закончилась она нашей победой. И чем дальше уходит в историю весна 45-го, тем величественнее предстает подвиг народа, который в годы суровых испытаний проявил беспримерную стойкость, мужество, сплоченность и готовность к самопожертвованию. Россия никогда не забудет своих сыновей и дочерей, которые отстояли независимость родной земли и избавили мир от фашистской чумы. Долг и труден был путь к победе, но мы выстояли в жестокой схватке с фашизмом. И хочется, низко поклонившись, сказать: слава тебе, победитель солдат, ты прошел через все испытания, не ради чинов и наград, а чтобы избавить народ от страданий.
27 миллионов ушли в бессмертие, чтобы жили мы. Вечная слава героям. Сегодня великий праздник для нашего народа и всей русской земли. Мы празднуем 79-ю годовщину победы над фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное историческое значение для нашей страны. Советский Союз победил в этой войне, потому что источником его силы был народ огромной страны, потому что фронт и тыл были едины. Победа ковалась не только на фронте. Фронт был более мужества, самоотверженности, стойкости и героизма. Но не меньшим накалом отличалась борьба в тылу за хлеб, металл, оружие, за все то, без чего нездоровье, терпя лишения и невзгоды, отказывая во всем себе, старшее поколение сделало все возможное, чтобы мы не знали ужасов войны. Вечная память погибшим, низкий поклон живым. Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником, отменить который не позволено никому, даже времени. С Днем Победы! Рахмат, Радик Забирович. Hazır indi təbriklər sözlərin. Zəliğət oluna biliriz. İdrisov. Hakimiyyət başlığımız Paşalı və Mustafa Eydəqisi Beyləmdən. Hayırlı gün, hürmetli ауылдашылар, ветерандар, тыл хезмәткәрләре, кадерле укучылар. В этом году мы отмечаем 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День всенародной гордости и скорби. День окончания самой кровопролитной и жестокой войны в истории нашего Отечества. Сегодня наши сердца обращены к ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, детям войны и благодарим их за изгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Низкий поклон солдату, вынесшему на своих плечах основную тяжесть войны и совершившему беспримерный ратный путь во имя независимости и светлого будущего нашей Родины. Сегодня мы воздаем должное всем, кто остался верен военной присяге, не уронил своего достоинства, кто даже в гитлеровских застенках продолжал сражаться за Родину, тем, кто безымянным покоится в братских могилах, кто без вести, но не без чести пропал в гармиде войны. Дорогие ветераны, труженики тыла, невозможно подобрать такие слова, чтобы выразить вам благодарность за мирное небо и свободу нашей Родины, за наше будущее, будущее наших детей и внуков. Вы не только победили, но и приложили огромные усилия для восстановления экономики и хозяйства страны в тяжелые послевоенные годы. Мы искренне преклоняемся перед вашим мужеством, героизмом и патриотизмом. Низкий поклон дорогим ветеранам, людям старшего поколения, детям войны, за то, что вы совершили для всех нас. Мы сделаем все, чтобы быть достойным вашего великого подвига. Прошло больше 70 лет, и на долю нашего поколения вновь выпала важная миссия – борьба с фашизмом, с нацизмом, борьба за свободу и независимость, борьба за суверенитет нашей страны. Сейчас, как и в годы Великой Отечественной войны, необходимо единение людей перед внешними угрозами и решимость совместными усилиями противостоять им. Прямо в эти минуты наши ребята борются за целостность нашей страны, за наше будущее. И мы уверены, что, опираясь на традиции, заложенные нашими ветеранами, наши военнослужащие с честью решат все поставленные задачи. Мы все знаем, что наше дело правое, победа будет за нами. От имени администрации сельского поселения Сельдеровский сельсовет от себя желаю вам крепкого здоровья, благополучия, весеннего настроения. Пусть в каждом доме царит мир и покой, добро и согласие. С праздником, с Днем Великой Победы, дорогие односельчане!
отмечаем, все танцуем, играем, поем, и красавицу осень встречаем, и нарядную елочку ждем. Но есть праздник один, самый главный, его нам приносит весна. День Победы, торжественный, славный, отмечает его вся страна. День Победы, солнце мая, всюду музыка слышна. Ветераны надевают боевые ордена. Слава, слава ветеранам, слава армии родной. Развивайся флаг Победы над любимой страной. Нет, заявляем мы войне всем злым и черным силам. Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим. Здравствуйте, дорогие гости нашего праздника. В эти дни вся наша страна отмечает славный праздник – День Победы. Сегодня в этом зале перед вами выступят дети, внуки и правнуки армии победителей. Армии, которая принесла победу и освобождение от фашизма всей Европе, всему миру. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Всем сегодняшним ветеранам и тем, кого нет с нами, мы обязаны тем, что живем сейчас. Кому мешал вот этот мир с цветами на опушке? Кто в этот мир, чудесный мир, прицелился из пушки? Июнь клонился к вечеру закат. Белой ночью разливалось море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. А я завтра в зоопарк пойду. А я завтра по утрам в зоопарк с мной пойду. Там верблюды и медведи, я им понесу конфеты. Видит конфет, так говорил мне мой дед. Видит конфет. Звери едят конфет, так говорил мне мой дед. А у меня завтра день рождения, будет торт, пирог, варенье. Приходите ко мне в гости, мы вас, мама, к себе просим. А я хочу пойти и подарок принести. Папа мне купил альбом, будешь рисовать ты в нем? Здорово, я буду так тебе рисовать. Моя кошка ровно 5, родила мелкота. Одного покрасивее принесу отдать тебе. А я сделаю кораблик из орехов, веток красных. Будет он как настоящий, по волнам блуждать бурлящим. Праздник мой пройдет на славу, с угощениями попьем чаю. Есть еще одна игра. Дети, поздно, спать пора. Нам пора идти домой, жду вас завтра в праздник свой. Но на следующий день над страной легла тень. Радио с утра хрипело, что война грозно летела. Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Солнце резко посерело, сердце тут же заболело, а тревога сильной хваткой души граждан одолела. Так и не пришел никто из детей на день рождения, не было никакого праздника. Закончилась обычная мирная жизнь. Наши отцы и деды ушли на фронт.
Уходили на фронт и молодые мальчики, у которых в тылу оставалась та единственная, с которой были мечты о будущем. 4,5 года продолжалась Великая Отечественная война. Наши солдаты храбро сражались в боях. Год 41, потери. Киев оставлен, Одесса в огне. Враг под Москвой на начало разгрому мы положили уже в декабре. Шли солдаты на запад, много войны. Попадал среди залпов, молчать тишины. И тогда на привале, опустив в окоп, люди письма писали тем, кто был так далек. Здравствуй, дорогой мой любимый сын. Я пишу с передовой. Завтра утром снова бой. Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать. Позабудь печаль и гроз, я с победой вернусь. Обниму вас, наконец. До свидания, ой, отец. А какой радостью была каждая весточка из дома. Этот маленький желтый листок посылаю зеленку к тебе, чтобы этими строчками мог часто думать твое обо мне. Ветер... песню мою ветер унесет, чтобы помог тебе в бою. Помни, девушка верит и ждет, и в любовь и победу твою. С нетерпением ждали родные писем, а как трудно было доставить письмо по нужному адресу. Сколько трудностей возникало у военных почтальонов. 42-й. Партизанским отрядом есть чем заняться в тылу врагов. Под Сталинградом нашли свою гибель, около сотни немецких полков. В это время наши конструкторы создали грозное оружие, которое стреляло ракетами. Враги очень боялись этого оружия, хотя называлось оно ласково «Катюша». Нынче у нас передышка, а завтра снова в бой. Друзья мои, выходите, «Катюшу» спойте со мной. Мы в 43-м прорвали блокаду, в битве под Курском сломили врага. Благодарила за наши победы первым салютом столица Москва. 44-й. Мы вышли границу, переступили священный порог. В Ригу и Минск, в Севастополь, Италия. Больше не ступит фашистский сапог. На море сажались наши отважные моряки. Фашисты стремились захватить морские порты. Одессу, Севастополь, Керчь и Мурманск. И тут наши моряки стояли до последнего. И вот 45-й взметнул над Берлином алого знамени шелковый стяг. Кончилась, братцы, победа, победа. Пал на колени пред нами Рейхстаг. Запомним подвиг нашего народа, солдат, погибших в огненном бою. С победой принесли они свободу, спасая мир в жестокую войну.
за тех, кто на прощание улыбнулся, отправившись бесстрашно на войну. Зажжем свечу за сломанные судьбы, за тех, чьи жизнь испортила война. Мечты их покрывались только жутью, их участь была горести волна. Зажжем свечу за каждого мальчишку и девочку, таких же, как и мы. Их детство было кратким, словно вспышка, которая исчезла от войны. Зажжем свечу, зажжем свечу и помолчим минуту, погибший светлой памяти почтим. Их подвиг никогда я не забуду, его навечно в сердце сохраним. Люди. Люди, замрите, минута молчания, пусть только сердце бьется отчаянно, пусть только птиц не смолкает звучание, им так положено и не случайно. Это минута молчания. Сегодня на праздник пришли мы, где радость и грусть в глазах. И сохраните минуты на долгую память в сердцах. Звучат обоим героев на войне из книжек узнаем, и фильмов по жестокому бою, как врага бомбили день за днем. Возле вечного огня возложим красные цветы и память о победе великой сохраним навеки, чтоб в мирном мире жили я и ты. Нарисовал он на листе и
Да здравствует Родина наша большая, да здравствует армия наша родная, да здравствует счастье народа, да здравствует мир и свобода! Ура, ура, ура! Дню Победы! Ура! Даты Великой Отечественной войны отдаляются от нас все дальше, но мы всегда будем помнить мужество и героизм наших отцов, дедов и прадедов. Слава русскому солдату, труженикам тыла и всем поколениям Великой войны. Наши сердца навеки пронесут благодарную память о героях славной победы. С праздником, с Днем Победы! Кормили победы сегодня как сталь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове
весь наших побед. А если врагу налетит воронье, и уже отзыва светит мое. Россия, Россия, в этом слове победы сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Россия, Россия, в этом слове победы сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. В этом слове источник силы, повторяем вперед, Россия, Россия, Россия. В этом слове победы сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. Россия, Россия, в этом слове победы сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россию знамя. За участие в районном конкурсе исполнителей народной и эстрадной песни «Гастромонга» 2024. Рахмат Фидаиль. Алина. Отмените войну.
дебютанткабызны чакырып чыгарасыбыз келет. Беренче мәртәбә ушу сәхнәгә мәктәптә дә беренче ул чыгыш ясаганы булмагандыр дип уйлыйм. Камила Каримова, крылатые качели. Телефон белән разрешать итәбез беренче мәртәбәгә. Бүтәне дә телефон белән чыкмаячаксың. Ул каушым ди, сүзләрен онытам ди. Әгәр башалабыз крылатые качели. Рәхмәт итәм. Устарып китерсең. Синең ортадан җырчы Әнвәр абыйны помните әле исән бит әле. Режиссер исеме. Каримов Әнвәр абый шушында 35 еллык мин шушы авылга килгәндә, шушы клубларда селкетеп торган Лейсән микән ансамбль бар, вокальный инструментальный ансамбль. Шушы ансамбльгә җырларга миңа бәхет тиде. Анда ике игезәк җырлап, анда хәтерлидер. Анда булган кешеләр бик күңелле кичәләр үтәде. Шундый бәйрәмнәр көчле үтәде. Хуш китмәле, шушы ансамбль эшләп килде. Әнвәр абый җыйнап кайтып кандыр инде. Хәзер кешене алай тотып кына булмый. Әзер камерлы кешеләр концерт төрле юк башлаганбыз. Бит лалап кәлде микәнде үзебездә кешеләр шундырак. Әмма ләкин бәйрәмнәр булып тора, халык арасында талантлар ачылып тора.
Шулай яшь буынга шу сәхнәләрне бирәсе килә. Ни өчен дигәндә, без үзебез генә йөрсәк, яшь буын читтән генә барып торса, безнең иртәгәсебез булмый. Шуңа күрә инде аламы яхшымы, алар чыгыш ясарга тиеш. Һәм инде концертыбызны дәвам итәбез. Журавли. Мне кажется порою, что солдаты
диплом награждается Хамидуллин Камиль в номинации «За артистизм» районного конкурса исполнителей народной и эстрадной песни «Ядга Мундар» и «Кимундай Дегермедур». Оргкомитет. Рахмат Камиль. Концертыбыз озарган җитә. Бакыз. Земфир. Камиль бирмәдем бит. Хәзер безнең Земфир әсәрләнде. Здравствуй, мама, дигән җыры бара. Көйсез генә җырлап карыйм ди. Рәхим итеп каршы алып әйдәгез. Земфир Муллагидин, здравствуй, мама. Здравствуй, мама. Вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Сколько летних огошел, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юные года в Афганистане, где идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, где-то далеко в горах стрельба. Под шум взрыв гранат и трассы летят, и от разрыва все дрожит земля. Взлетают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Афганистан, где сейчас идет война, как проходят наши юные года в Афганистане, где идет война. Под шум взрыв гранат шагает наш отряд, и где-то далеко в горах стрельба. Под шум взрыв гранат и трассы летят, и от разрыва все дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад.
счастливым праздником. Rahmat aleyküm. Şuşunun bilen bizden kışkine hazırtırız geçeriz, bayram geçeriz. Ama uzunuzda basılıp bayram geçeriz. Şunday terbiyatlar atsa vakti bitti. Zor konsertқа 18 майда шақырып қаламыз айтып өткенше. Қазір енді рахмет сізді bayram bilen қазір венокlar, шешектер саламыз heykелге. Рахмет. Yarışta bulamam.